В расчете противотанкового орудия я был определен вторым номером. Нас было двое – наводчик и я, заряжающий. Расположились мы возле тракторного завода с целью противостоять вражеским танкам и авиации. Однажды темной ночью пришел командир и забрал нас с собой с целью срочной передислокации. И мы втроем отправились в путь. Позднее, когда уже в мирное время я побывал в тех местах, я узнал, что той ночью мы подошли к Мамаеву кургану. Залегли в траншеи, долго лежали там до утра, продрогли насквозь. День выдался холодным, Волга в ноябре уже затягивалась льдом. Промокшие шинели наполовину обледенели. Траншея была неглубокая, на уровне бедра. Командир и наводчик встали. То ли покурить захотели, то ли справить нужду, как вдруг раздались взрывы снарядов. Первому снесло голову, тот сразу упал замертво. Командиру осколком попало в голову. Кровь из раны брызнула на меня. Хорошо, что в кармане его гимнастерки были медикаменты и бинт. Там же в окопе я сделал ему перевязку. Командир, придя в себя, попрощался со мной и направился обратно в штаб. Но прежде он отвел меня и передал санитарам, вернул в строй.